Первый и ключевой вопрос – итоги прямой линии главы Ингушетии, состоявшейся 11 ноября. Эфир продолжался более 3,5 часов. В адрес главы поступило свыше 500 обращений, из которых 300 только за время эфира. Почти на 30 вопросов глава региона ответил лично. В ходе живого диалога с жителями региона он затронул самые острые проблемы. По ним конкретные поручения и потребовал максимальной оперативности в их исполнении. Все обращения, они собраны, разбиты по категориям, и они направлены в правительство, муниципалитеты и все остальное. А я хотел бы, чтобы вы понимали, что за все вопросы они у меня есть. Да? И мне будут докладывать по ответам, которые вы ту или иную ситуацию разрешили или не разрешили, и почему. Надо все-таки проверять вас. Проверять так, чтобы было объективно. Не обидно вам, а для меня картина, чтобы была ясная. Следующий пункт повестки дня – будущее республики. Глава Ингушетии еще в августе сделал важное заявление, объявив 2026 год в регионе годом экологии. Надо очень серьезно подготовиться. Это настолько важно для нас, и работать надо, с того, которые у нас остались, вот это прачечное сооружение цех, надо с ним работать. И Минприроды, и главы за это отвечают. И каждый министр, особенно строительство и другие объекты, очистные должны невыгребные ямы. Еще одна значимая инициатива, которую обсудили на совещании, связана с решением президента России Владимира Путина объявить 26-й год годом народного единства. Махмуд Али Калиматов подчеркнул особую важность этой темы для многонациональной Ингушетии. Посмотрите, кто у вас здесь живет, кого приглашаете. Смотрите, постарайтесь через прессу. Вот народное единство. Посмотрите, чтобы это нужна хорошая. Более 100 соглашений мы подписали с Башук, когда блогер приехал, 100. Потом Миниханов приехал, на самолете прислал еще 10-11 человек блогеров своих. Мы стараемся популяризировать открытость нашей республики. Не обошлось на совещании и без приятных моментов. Глава региона поздравил коллектив Центра управления регионом с 5-летием со дня основания. ЦУР был создан для оперативного решения проблем жителей. Это цифровой штаб республики, который занимается мониторингом соцсетей, обработкой жалоб и обращений граждан, а также контролем за исполнением поручений главы региона. Своего дела, я вам скажу, ориентируюсь, и вам будет легче работать. Жителям, населению. Также в ходе совещания рассмотрели вопросы реализации национальных проектов и федеральных программ на территории Ингушетии. Таким образом, на заседании правительства обозначили вектор работы от быстрого решения текущих проблем до стратегических инициатив в сфере экологии и укрепления межнационального согласия. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.